День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заветных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вся Якутия понесла тяжелую утрату. В ночь на 5 августа ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев. Ему было 85 лет. Он внес весомый вклад в социально-экономическое и агропромышленное развитие родного края и в укрепление государственности. Михаил Николаев в том числе работал над повышением качества образования и создал сеть президентских школ Якутии. Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Актемском наследии Орджоникидзевского района. Свою трудовую деятельность он начал с 1961 года. С 1961 года по 1975 год работал в комсомольских и партийных органах республики. С 1975 года стал заместителем председателя Совета министров Якутской АССР. С 1979 по 1985 года работал министром сельского хозяйства ЯССР. С 1985 по 1989 годы Михаил Николаев был секретарем Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса. Это был период, когда Северная Республика вышла на передовые позиции в РСФСР по производству сельхозхозяйственной продукции. В декабре 1991-го Николаев был избран всенародным голосованием на альтернативной основе первым президентом Республики Саха-Якутия. В 1996 году был переизбран на второй срок. За эти годы значительно вырос политический статус республики, была провозглашена декларация о государственном суверенитете республики, принята новая конституция Якутии. Будучи президентом республики, Михаил Николаев провел огромную работу по переводу экономики Якутии в рыночные отношения, созданию в республике крупнейшей алмазодобывающей компании мира. За свои годы президентства Михаила Николаева бурными темпами развивался строительный сектор экономики. За 10 лет на бюджетные средства были построены и введены в эксплуатацию 5,5 миллионов квадратных метров жилья. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней. Депутат Верховного Совета Якутской СССР 9, 10, 11 и 12 созывов. Народный депутат Первого съезда народных депутатов РСФСР, член Союза писателей России, академик Российской академии естественных наук, лауреат Международной премии за вклад в сохранение биоразнообразия России. Глава республики Айсан Николаев выразил соболезнования семье и близким в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Цитата: «Боль и скорбь, и нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля, исключительная человечность и любовь к людям. Он умел мечтать, он видел время, и для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой родной. Первый великий наша гордость, наше достояние, человек века, эпоха. Выражаю свои глубокие соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича. Вся Якутия скорбит вместе с вами. Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах и в наших делах». Конец цитаты. Он возглавил нашу республику в трудные, переломные годы политического, экономического переустройства всей страны. Его дальновидный, особенный подход помог тогда нашей республике выстоять. Его идеи, решения, взгляд в будущее стали поистине судьбоносными. Республика впервые в ее истории получила реальную возможность, опираясь на собственные ресурсы, самостоятельно решать вопросы экономики и социального развития. Глубокий ум, мудрость и интеллект. Он умел мечтать, он чувствовал время. Его мысли, мудрые советы и наставления всегда будут жизненным ориентиром для многих поколений якутян. Он был мудрым наставником, настоящим другом, учителем, духовным лидером. В республике объявлен 4-дневный траур с 5 по 8 августа в связи с уходом из жизни первого президента республики. Об этом в ходе телеобращения сообщил глава региона Айсан Николаев. Он подчеркнул, что память о Михаиле Николаеве будет жить, пока живет Якутия. Якутия скорбит. Мною принято решение с сегодняшнего дня объявить 4-дневный траур в республике Саха-Якутия. Выражаю от себя, от имени всего многонационального народа Якутии, глубочайшие соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича. Светлая память о Михаиле Ефимовиче Николаеве, первом президенте нашей республики, будет жить, покуда живет Якутия. Михаил Николаев до последнего дня жил и работал во благо своего народа и своей республики. Нет такого человека в Якутии, которому не знакомо его имя.
И до последнего дня он жил интересами людей, а люди, в свою очередь, всегда отвечали ему любовью и уважением. Все мы скорбим от такой потери, которая постигла нашу республику. Михаил Ефимович был выдающимся деятелем, который очень много сделал для нашей республики, для образования нашей республики. То есть вот те же президентские елки, это же все при нем было. Да и когда он уже ушел с поста, он был советником. И я думаю, что тоже внес немалый вклад в процветание, в развитие всех инфраструктур нашей республики. Михаил Ефимович Николаев внес огромный вклад в развитие республики. Построены были очень большие здания, организации, национальная больница республиканская. Вот Дети Азии, которые до сих пор, в следующем году будут 8-е игры. Это невосполнимая утрата для республики. Каждый житель республики, наверное, знает нашего президента первого. Вот те новшества, которые Михаил Ефимович вносил вот в процветание нашей республики, в народное образование. Какой бы мы, как говорится, ни взяли, какое бы направление, во всем вот чувствуется большой вклад нашего первого президента. Поэтому, конечно, жаль, выражаю я свое соболезнование родным, близким, всем тем, кто знал Михаила Ефимовича. Сделал очень много для Республики Саха. Он построил медцентр, много-много объектов. Я не ошибусь, если скажу, что наш первый президент Республики Саха-Якутия вложил большой вклад в нашу республику, создал ключевые социальные объекты, помог нашим детям обучаться за границей. Коллектив НВК «Саха» выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича Николаева. Ну а наш эфир продолжится после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий процедуру северного завоза. В соответствии с законом, единый морской оператор будет создан не позднее 1 января 2026 года. Предполагается выделение субсидий на перевозки топлива и льготные тарифы при каботажных перевозках. Кроме того, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза. Их финансирование планируется осуществлять с 2026 года в размере 100%. По предварительной оценке, расходы федерального бюджета на содержание данных объектов в 2026 году составят 7,4 миллиарда рублей. Ну а в Якутии тем временем северный завоз идет в плановом режиме. Ленское объединенное речное пароходство выполнило все планы по первому этапу навигации. С 20 июля начался второй период летней навигации. С этого дня суда класса «Река-море» могут выходить на арктические участки моря Лаптевых, а также Восточно-Сибирского моря. В этом году, кроме традиционных грузов, таких как уголь, сырая нефть и нефтепродукты, по Северному морскому пути в Устьянский район республики будут доставлены строительные материалы и многие другие необходимые грузы для строительства в районе атомной электростанции малой мощности. В арктическую навигацию на северном завозе участвует 100 единиц флота из этого. Это грузоподъемностью 130 тысяч тонн. Это в основном суда «Река-море», все суда «Река-море». Этого количества достаточно, чтобы перевести, гарантированно перевести те 400 тысяч тонн, которые заявлены лично пароходству. Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума 2023. Главная тема форума этого года – на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Деловая программа ВЭФ 2023 включает 6 ключевых блоков. Это международное сотрудничество в изменившемся мире, логистика перемен, Дальний Восток за 10 лет, технологическое развитие как гарантия суверенитета, Дальний Восток будущего, образование и воспитание как основа независимости. По итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы и обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона. Напомню, ВЭФ 2023 состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ.
Уверен в том, что Дальний Восток сегодня такой ключевой регион совсем не только для России. Он, собственно, сшивает мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Мы в целом девизом форума сделали слова на пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Мы уверены в том, что иной альтернативы у человечества просто нет. Мы все равно должны сотрудничать, мы все равно должны жить в мире. А то, что сейчас не со всеми странами отношения такие, как хотелось бы, это в любом случае носит временный характер. Мы прежде всего будем говорить на форуме о том, что изменилось и какую новую роль стал Дальний Восток играть для развития всей нашей страны. Айсан Николаев проверил исполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в Усть-Майском районе республики. Новое жилье до 2025 года должны получить около 500 местных жителей. Так, в селе Петропавловск будут построены 3 многоквартирных дома, каждый на 26 квартир. Один из домов будет введен в октябре уже текущего года. Работы идут без отставания от графика. Сегодня ведутся монтаж кровельной конструкции и отделочные работы. В районном центре поселке Усть-Мая построен многоквартирный дом по улице Пушкина. Трехэтажный объект на 51 квартиру был введен в минувшем году. Айсан Николаев в ходе осмотра объекта поручил завершить работы по обустройству детской площадки, а также двора дома. Я считаю, что в Усть-Майском районе, так же, как и на самом деле по всей республике, программа у нас реализуется точно по установленным графикам, установленные сроки. Не вижу серьезных никаких здесь проблем. В установленные сроки здесь и в Петропавловске дом строится, так и будет введен в Усть-Мае строится, и тоже вводятся уже в Солнечном построено. И вот по нашим оценкам порядка 200 квартир мы еще должны в течение первого этапа построить, ввести. Все работы идут, еще раз подчеркну, строго по графику, никаких отставаний нету. Сегодня посетил введенный в конце прошлого года дом здесь, в Усть-Мае. Жители очень довольны. Сам проверил качество дома, очень на хорошем уровне построено. Ну и другие дома, которые сегодня строятся, уверен, будут качеством ничуть не хуже, чем те, которые мы вводили ранее. Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина вместе с коллегами провела плановый осмотр 9 больниц. Такие проверки помогают улучшить качество медпомощи пациентам, выявляют основные потребности больниц на сегодняшний день. Подробности объезда медучреждений у Евгения Байдина. Современное и новое оборудование, светлые кабинеты и профессиональные врачи – все это сейчас доступно каждому жителю республики. В больницах города Якутска оказывают не только необходимую, но и высококвалифицированную помощь пациентам. В офтальмологическом отделении эту помощь может получить любой человек вне зависимости от места рождения. Мы применяем новый формат работы с близлежащими улусами для жителей Якутии. Наша выездная бригада на месте в районе проводит расчет хрусталика, проводит дополнительные инструментальные обследования. Вы уже пообщались с людьми, люди высказали свое мнение, они очень довольны оказанной медицинской помощью. И вот такой формат мы с близлежащими улусами сохраним. В приоритете системы здравоохранения Якутии стоит работа по улучшению качества медицинских услуг. В республике строят новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, открываются отвечающим мировым стандартам медицинские центры и больницы. Так, за последние 5 лет в медицинские учреждения уже поступило более 670 единиц оборудования. Это и аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса, реабилитационное оборудование и многое другое. Во время переезда, ремонта закупились современным оборудованием, достаточно хорошие у нас стоматологические установки, рентген-диагностическое оборудование, оборудование в операционных. Большой вопрос у нас по увеличению доступности оказания стоматологической помощи. Вот над этим вопросом мы, конечно, и будем работать. Одним из главных достижений является открытие в перинатальном центре Якутска первого на Дальнем Востоке индивидуального банка грудного молока. Специальная структура создана, чтобы собирать и хранить грудное молоко, а в дальнейшем обеспечивать им недоношенных детей. Такие нововведения оказывают положительное влияние на развитие медицины в будущем.
Мы сегодня непосредственно реализуем национальный проект здравоохранения уже в течение последних тоже 5 лет. Практически полностью осуществили перевооружение и по маммографам, и по ЭКГ, и по ИВЛ. Достаточно серьезно. Но самое главное, мы работаем по диспансеризации населения. Это основная наша задача – дойти до каждого. По итогам прошедшего дня Ольга Балабкина отметила снижение младенческой смертности за счет правильного выстраивания маршрутизации в перинатальном центре и высоко оценила новый формат работы офтальмологической больницы для оказания медицинской помощи пациентам с ближайших районов Якутии. Евгений Байдин, Семен Семенов, Якутск. Добрый вечер, доктор. Под таким названием Министерство здравоохранения Якутии впервые проводит акцию с 7 августа по 15 сентября. В ней примут участие поликлиники Якутска. С понедельника по субботу с 6 до 10 часов вечера жителям и гостям столицы будут доступны консультации терапевтов и узких специалистов, а также возможность пройти первичную диспансеризацию. Кроме того, в рамках акции все желающие смогут бесплатно сдать анализы на онкомаркеры, пройти консультацию дерматолога с использованием дерматоскопа, сдать экспресс-анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты. С понедельника приказом Министерства здравоохранения Республики запускаем очень нужную акцию для нашего населения, особенно для трудоспособного населения. Передвижные медицинские комплексы, они будут стоять на площадях города и обслуживать население, которое будет обращаться. Вы можете получить возможность пройти анкетирование, да? То есть это первый этап диспансеризации. Но это очень необходимо для того, чтобы мы вовремя выявляли факторы риска, вообще с профилактической целью и, конечно же, скрининг определенных заболеваний. В общем-то, нужно иметь паспорт, полис страховой. Их объединяет одна общая цель – сохранить жизнь служащим на линии соприкосновения СВО. Для этого по всей стране развернулось движение «Боевые шелкопряды», в которое влились и якутяне. Активисты плетут маскировочные сети и непростые. Чем новые сети отличаются от старых, разбиралась Мария Кардашевская. В век, когда активно используются дроны и квадрокоптеры, которые с легкостью определяют, где спрятались бойцы, важно иметь не только визуальную защиту, но и тепловую. Новые маскировочные сети скрывают излучение человеческого тепла от тепловизоров. Наша идея заключается в том, что вот именно вот такое вот густое плетение, плюс еще использование специальных дополнительных слоев создает слой маскирующего материала не только в дневное время, но и в ночное. И таким образом в ночное время существенно снижается заметность бойца, и таким образом он может скрытно действовать и остаться неуязвимым. Технология создания такой сети отличается тем, что сначала по краям делается оплетка, а затем через нее гирляндой пропускают нарезанный специальным образом маскировочный материал. Мы берем гирлянду, привязываем к сеточке и продергиваем через каждую клеточку по периметру. Дальше вторую берем, также все это делаем. Вот это мы делаем из спанбонда. Сделали вот эту сеть, переворачиваем и начинаем оплетать, то есть просто лентой. Также через каждую клетку. Это получается изнаночная сторона. То есть у нас сеть получается плотнее, чем мы раньше делали. Она нужнее, такая сеть. Главная цель заключается в том, чтобы придать изделию больший объем. Благодаря ему внутри создается воздушная прослойка, которая мешает тепловому излучению человека попадать в поле зрения тепловизоров. Боевые шелкопряды Якутии сотрудничают с Центром подготовки операторов БПЛА. Совместно они с высоты проверяют, как выглядят маскировочные сети разной расцветки. Более того, активисты провели эксперимент с помощью тепловизора-квадрокоптера. На снимках наглядно продемонстрировано главное достоинство новых маскировочных сетей. Незащищенный человек ярко светится, в то время как человек, который держит перед собой маскировочную сеть специальной вязки, практически невидим на приборе. За один месяц в одном филиале шелкопрядов шьются около 250 сетей. Их стандартный размер 1,5 на 2 метра. Бойцы уже по достоинству оценили их и начали заказывать сети по индивидуальным размерам. В нашем движении принимают около участия 150 человек. Люди проходят свободное время. Я, например, вот сейчас в данное время нахожусь в отпуске. Во время отпуска каждый день с утра до вечера плетем.
Боевые шелкопряды базируются не только в Якутске, но также в Магане и в Хатасах. Но и этим активисты не ограничились. Уже открылся филиал в Хандыге, и совсем скоро в это движение вступит и Алдан. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Бойцы отряда «Ботур» принимают участие в боевых действиях на территории Луганской Народной Республики. На днях несколько добровольцев отряда вернулись на родину и на базе учебного центра. Отличившимся воинам вручены награды Российской Федерации, а также ЛНР. Более 80% бойцов отряда «Ботур» возвращаются в республику живыми и здоровыми. Ну а на полях сражений проявляют образцовую храбрость и отвагу. Алексей Корягин, председатель Общественной палаты ЛНР, вручая награды от имени республики, отметил: Донбасс для якутян из «Ботура» – это второй дом. Есть много ребят, которые приезжают защищать интересы России на земле Донбасса во второй и даже в третий раз. Россия нас никогда не бросит. И тот вал добровольцев, который шел в 2014 году, в том числе и из Якутии. Поэтому еще раз можно констатировать то, что здесь все люди одержимы одной идеей, конечно же, отстоять свою землю. И при этом, при всем, даже сегодня в обращении мы услышали о том, что вы все прибыли отдохнуть, но не забывайте о том, что нужно закончить с домашними делами и дальше, как говорится, в бой. Сила России – потенциал территорий как ключ к развитию. Именно такой слоган стал основной темой форума сообщества, который завершил на этой неделе свою работу в Якутске. В рамках масштабного мероприятия прошли дискуссии, круглые столы и проектные сессии. О чем говорили на форуме и каким выводом пришли участники, расскажет Надежда Саханская. Ключ к развитию России лежит в развитии ее территорий. Именно поэтому регионам нашей необъятной страны необходимо взаимодействовать для обмена опытом. Так, в рамках форума отдельного внимания удостоены межнациональные отношения. Учитывая, что в последнее время складывается далеко не позитивная тенденция, когда представители наций перестают говорить на родном языке. И таким образом некоторые народы начинают попросту вымирать. Глобализация многонациональной России, однако, по словам экспертов, не грозит. Я думаю, что мы уходим от глобализации, что в период, когда мы тоже в какой-то степени были охвачены этим процессом, я думаю, что это уже прошлое, потому что мы, я не зря говорил о традициях, и наши традиции были на сохранение культурного разнообразия. Нельзя отрицать естественную ассимиляцию какой-то части населения. Более того, форум объединил участников со всей России. У жителей других регионов была возможность посмотреть трансляцию форума сообщества онлайн. Также в рамках форума сообщества представлена уникальная возможность. Она называется «Стена контактов». Здесь заполняются формуляры со словами «могу» и «хочу». Все это делается для того, чтобы найти себе новых коллег по развитию того или иного проекта. Так, например, кто-то может организовать переговоры, а кто-то, например, ищет инвестора. Мы тоже не остались в стороне и оставим здесь свой адрес и номер телефона. Будем надеяться, что эта просьба не останется без внимания. Уникальным опытом по программам демографической политики поделилась Якутия. Не так давно в республике появился на свет миллионный житель региона. По словам экспертов, успешный опыт опережающего демографического развития Дальнего Востока можно распространить по всей стране. Я считаю, что вот это сила стратегии. Если ставить стратегическую цель и двигаться к ней, и все делать для того, чтобы ее достигать, то вы ее достигнете. Понравилось предложение высчитывать тот самый процент многодетных семей в регионе. Сейчас мы считаем коэффициент рождаемости, но все-таки это такая некая средняя температура по больнице. Сколько всего женщин делим на сколько всего детей, получаем этот коэффициент. А когда мы четко будем смотреть, сколько у нас многодетных семей, мы будем идти к решению самого главного вопроса для России – это решение демографического вопроса. Безусловно, одной из основных тем форума стала и поддержка участников СВО и членов их семей. Вопросы оказания гуманитарной, социальной и бесплатной юридической помощи были удостоены отдельного внимания. Много вопросов юридического характера. И, допустим, в ряде регионов нашли уже решение. И мы, соответственно, этот опыт хотим транслировать на региональный уровень. Ведь, вы знаете, зачастую мы ждем, пока нам сверху спустят какие-то инструкции. Я всегда выступаю инициатором снизу.
Потому что федеральная практика, это когда в одном регионе это работает, взять, внедрить в других регионах, это уже стало федеральной практикой. Вот такие мероприятия позволяют быстро найти эффективные решения. И, разумеется, эти и многие другие темы вновь будут обсуждаться, но уже на итоговом форуме в Москве в начале ноября. Совсем скоро там будут представлены самые оптимальные решения многих вопросов и проблем, а эксперты озвучат главные предложения по развитию гражданского общества в России. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В рамках подготовки к отопительному сезону энергопоставляющие организации проверяют не только оборудование и сети, но и готовность своего персонала и специальных служб к возникновению чрезвычайных ситуаций. Масштабные учения прошли на территории Якутской ГРЭС номер 2. Подробности смотрите в материале Александра Хавренко. Сегодня на Якутской ГРЭС-2 произошла чрезвычайная ситуация с разливом нефтепродуктов. В считанные минуты на место происшествия прибыли спасательно-аварийные службы. Да, конечно, это всего лишь легенда сегодняшних учений, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. И именно на таких учениях оперативные службы показывают свою слаженность, собранность, скорость и возможность работать в самых экстремальных условиях. В 10 утра на Якутской ГРЭС-2 прозвучал сигнал тревоги. Произошло ЧП на резервуаре хранения нефтепродуктов. Случился разлив горючего и его возгорание. Есть пострадавшие. Через минуту после объявления на место прибыли сотрудники внештатно-аварийно-спасательной службы Якутской ГРЭС. Следом прибыли пожарные, сотрудники Газспецсервис и карета скорой помощи. Пожарные приступили к тушению условного пожара, а Газспецсервис к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Развернули силы и средства для ликвидации разлива. На протяжении 80 метров были собраны нефтепродукты, растянуты нефтезаграждающие щитовые заграждения, нефтезаграждающие пологи. Использовались вакуумные машины, искрозащищенная безопасная техника. При сборе нефтепродуктов использовались методики, рекомендованные МЧС России и утвержденные Пларном. В течение получаса ЧС и ее последствия были ликвидированы. Все службы отработали четко и слаженно, за что получили от руководителя учений оценку «хорошо». Учения носили такой масштабный характер. Значит, отработали также с МЧС возгорание, ликвидацию возгорания. И с Газспецсервисом отработали ликвидацию нефтепродуктов, ликвидацию розлива нефтепродуктов. На текущий момент сейчас еще анализируются действия всех служб, но по Якутской ГРЭС, по якутскому персоналу Якутской энерго я могу сказать, что замечаний не выявлено. Есть над чем у нас еще поработать, к чему стремиться. Поэтому пока оценка у нас хорошая. Плановые учения по ликвидации ЧС проходят на Якутской ГРЭС и ГРЭС-2 ежегодно, как одно из мероприятий подготовки к отопительному сезону. Во вторник подобные учения запланированы на ГРЭС-1. Александр Хавренко, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Во благо здоровья и жизни нашего населения в республике открыли второй индивидуальный банк грудного молока. Первый был открыт в ноябре 2022 года, и вот уже менее чем за год состоялось открытие торжественного второго, также в рамках Всемирной недели грудного вскармливания в Национальном центре медицины республики. Более подробно расскажет Марина Захарова. Причин, по которым мать не может кормить ребенка, много. Продленное пребывание в акушерском стационаре, на лечение ребенка может потребоваться гораздо больше времени и так далее. Также нельзя забывать, что у некоторых могут быть еще дети, так что не все могут позволить себе и дальше задерживаться в больнице. Отсюда главной целью банка является как раз обеспечение новорожденных грудным молоком в любых ситуациях. Мы уже сейчас ощущаем эффективность этого дела, этой работы, потому что, конечно, есть разные жизненные ситуации, да, а благодаря вот таким индивидуальным банкам грудного молока появляется альтернативная возможность продолжения грудного вскармливания. Грудное вскармливание для ребенка на этапе формирования иммунитета бесценно. Оно напрямую влияет на физиологическое и психологическое здоровье, предотвращает развитие ранних заболеваний и аллергических реакций. Региональное отделение матери России своей задачей поставили просвещение матерей в данной области, а также обучению всем необходимым навыкам, необходимым при грудном вскармливании. В этом направлении, конечно, роль общественных организаций очень значима. У нас в этом матери России
сделали, ну, по своей общественной работе внесли вклад, чтобы в каждом роддоме матерей обучали, как кормить грудью. И, конечно, это не только эмоциональная связь матери с ребенком новорожденным, да, в то же время это вот все микроэлементы, которые ребенок получает через материнское молоко, укрепляет свое здоровье. Соответственно, это будущее нашей нации. В отделении находятся дети, рожденные раньше срока и с очень низкой массой тела. Кормление грудным молоком в таком случае поможет снизить риски развития осложнений и ускорить процесс выписки детей домой. А банк, в котором молоко хранится в течение суток, а при заморозке целых 3 месяца, со своей стороны позаботится о том, чтобы дети имели доступ к грудному молоку в любых обстоятельствах. Будучи в роддоме, в акушерском стационаре, она сцеживается для ребенка с первых дней жизни и передает свое молоко на хранение в банк грудного молока, из которого мы передаем грудное молоко в отделение реанимации или интенсивной терапии, допустим, нашего отделения для кормления ребенка. На данный момент в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Национального центра медицины находится 26 младенцев, за состоянием которых врачи следят круглосуточно. И долгом республики является создание всех необходимых условий, чтобы дети смогли поскорее поправиться и вернуться домой. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.